Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью» в студии Надежда Саханская. 27 апреля наша республика отметит столетие со дня основания якутской автономии. Подготовка к знаменательному событию велась задолго до самого торжественного момента. Во всех улусах и городах республики, в коллективах учреждений и организаций юбилейной дате посвящены трудовые дела. Со студентами и школьниками проводятся встречи, лекции, организуются книжные выставки и различные мероприятия. Много сделано и в социально-экономическом развитии региона. С какими ключевыми достижениями встречает свой вековой юбилей наша республика? Именно об этом будет идти наша беседа с сегодняшним гостем студии, руководителем администрации главы и правительства республики Георгием Михайловым. Георгий Николаевич, здравствуйте. Доброе утро, Надежда. Вообще в Якутии ведутся масштабные подготовительные работы по празднованию юбилейной даты. Всего несколько дней остается до такого знаменательного события, Дня Республики. Расскажите, как в этом году пройдет праздник, потому что известно, что запланировано много торжественных мероприятий. Еще в 2014 году президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о праздновании столетия нашей республики. В 2019 году была утверждена концепция полномочным представителем президента Дальневосточного федерального округа Юрием Петровичем Трутневым. Ну и идет очень большая подготовительная работа. Конечно, здесь я бы сказал, что не только в этом году, да, но и в преддверии этого праздничного мероприятия, этого праздничного юбилейного года проводилось очень много мероприятий. Еще 4 года назад глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев установил ключевые показатели, которые мы должны достигнуть в этом году. Это и создание 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе нашей экономики, обучение 100 лучших студентов в лучших вузах страны и мира, учреждение и проведение 100 общественных инициатив в республике, ну и много-многое другое, которое мы должны в этом году сделать. Очень основной, конечно, ключевой датой является 27 апреля. В преддверии данного мероприятия, дня, у нас практически все готово. Сейчас последние штрихи. Ждем наших жителей республики для участия в мероприятиях. Будет торжественное шествие молодежи традиционное, будет праздничный Осохой, который пройдет не только в городе Якутске, но одновременно и во всех районах республики. Ну и ключевым мероприятием будет 29-го в пятницу. Это в Триумфе будет большое крупное театрализованное представление, приуроченное вот такому знаменательному событию. И я хочу сказать, что мы очень счастливые люди, которые будем отмечать этот праздник. Потрясающе. На самом деле ждем с нетерпением, как говорится, такого торжественного мероприятия. Но в целом, как вы уже отметили, к столетию основания республики мы начали готовиться заранее, потому что была активно вовлечена общественность республики. Какие наиболее яркие, интересные акции вы бы отметили? Акций действительно очень много, всех их назвать достаточно сложно. Ну, я бы отметил очень хорошие акции в Горном районе, которые посвящены нашим писателям, братьям Сафроновым, когда читаются стихи не только школьниками, как это обычно, а простыми жителями. Очень хорошие акции наши студенты вузов крупных организовывают. Ну, наше население очень такое талантливое, креативное, и поэтому мероприятий очень много, поэтому можно следить, ну, в том числе и на вашем канале, который очень хорошо все освещает. Тогда поговорим и о социально значимых мероприятиях, потому что вот в рамках подготовки к столетию празднования республики ремонтируются дороги, реставрируются памятники. Удалось ли достигнуть того, что было задумано? И что еще предстоит? Конечно, 2 года пандемии, и сейчас вот нынешняя ситуация, она дает, конечно, определенный отпечаток на реализацию этих планов. У нас
они корректируются. Но основные моменты, которые у нас есть, это в части переселения из ветхого жилья, строительства дорог, они практически безусловный приоритет у правительства, и они будут исполнены. Вот основными из таких самых, конечно, значимых у нас это улучшение улично-дорожной сети. Все мы видим проспект Ленина, который мы должны в этом году закончить. Ну и основное, конечно, внимание, как я уже сказал, что это переселение. Потому что это одна из самых главных вопросов, которые ставит население перед руководством республики. А какие культурные и спортивные состязания планируются в этом году? И планируется ли, может быть, визит каких-то почетных гостей в нашу республику в честь столетия? Да, у нас в этом году совсем скоро, вот 27-го, начинается выставка сокровищниц России. Потом у нас пройдут традиционные Сехаланхо в Верхневилюйском районе, куда ждем очень хороших, именитых деятелей культуры нашей страны. Ну и спортивные состязания в Баргонцах тоже, они пройдут на высоком, надеюсь, организационном уровне, и тоже придут очень хорошие известные спортсмены не только из наших уголков нашей республики, но и страны. Ну и, конечно, самое главное, это Сехаланхо, в рамках которого планируется проведение Кубка мира по масс-рестлингу, где на данный момент около 30 стран пока заявились. Ну, посмотрим еще, подождем месяц, когда уже будет определен окончательный состав участников. Георгий Николаевич, ну и вы упомянули о том, что будет проходить в день празднования республики торжественное шествие. Я думаю, не только нас с вами волнует этот вопрос. По какому же маршруту будет проходить, если говорить о проспекте Ленина, который сейчас находится на ремонте? Ну, конечно, молодежное шествие, оно проходило в разные годы по разным маршрутам. Последние, я помню, это крупное проходило от площади Дружбы до площади Ленина. Ну, а сейчас у нас оргкомитетом принято решение, что маршрут он будет проложен от площади Ленина по улице Кирова до Комсомольской площади. Но ведь известно, что прошло 100 лет, потому что мы празднуем эту юбилейную вековую дату. За вот это время, как бы вы отметили развитие нашей республики? Конечно, основное, на мой взгляд, основное это то, что мы все образованные. Вот благодаря нашему братскому русскому народу мы получили образование. Вот 390-летие мы отмечаем. Это, я думаю, что не все страны могут этим похвастаться. Ну и у нас очень хорошо развивается социальная сфера, не только здравоохранение, но и образование, но и медицина. И думаю, что очень хорошо здесь вкладывают свои силы все жители нашей республики. Георгий Николаевич, я думаю, вы со мной согласитесь, что несмотря на всю торжественность столетия республики, у нас впереди еще два главных праздника, это 1 и 9 мая. Скажите, как в этом году пройдут майские празднования? Конечно, все будет зависеть тоже от эпидемиологической ситуации, но мы планируем, что 1 мая все-таки парад будет. 2 года был большой перерыв. У нас народ соскучился по таким крупным мероприятиям. Тоже маршрут будет проложен по улице Кирова, с Кирова до Комсомольской площади. Это по 1 мая. 9 мая традиционные тоже мероприятия пойдут. Это начнется от водружения Знамени Победы, потом свеча памяти. Ну и 9 мая это, конечно, всеми любимый бессмертный полк. Он пройдет по улицам города Якутска. И давайте вернемся все же к столетию. Мы говорили с вами о социально значимых мероприятиях. Вот кардиоцентр, которого мы так долго ждали, онкологический центр тоже на подходе. Скажите, а в отдаленных районах республики какие были проведены
мероприятия этого характера? Ну, кардиоцентр, он в рамках празднования накануне накануне уже он будет открываться. Сейчас онкоцентр, он строится, и очень много социальных объектов, которые открываются в наших районах. Это не только вот школы, это не только фельдшерско-акушерские пункты, не больницы, но и очень много делается для развития сельского хозяйства. Это и новые коровники, которые отвечают всем современным требованиям. Ну и очень много инициатив, которые сами население готовит, предлагает, которые реализуются в рамках проекта «Родные города и села». Ну, а также хочется отметить, это проект по Дальнему Востоку, это 1000 дворов на Дальнем Востоке, которые тоже у нас реализуются не только в центральных городах, но и во многих населенных пунктах, в которых они прошли конкурс и выиграли. И это способствует улучшению облика населенного пункта, и население, оно будет как будто не ущемлено от тех центральных парков, которые находятся в столице республики. И напоследок ваши пожелания жителям республики в честь такой торжественной даты. Ну, как я уже говорил, что мы счастливые люди, потому что живем в это время. И я хочу пожелать всем жителям республики здоровья, самое главное, ну и мира, добра в вашем доме. Благодарю вас, Георгий Николаевич, за такую интересную беседу. Позвольте вас поздравить с наступающим праздником, и будем надеяться, что мы встретим столетие республики с гордостью. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.